Прямо между ног моих Давай снимай. их поближе тогда сделай. Вот так прям. Вот Между так ног прям. моих снимай. Между ног моих снимай. Потом еще меня это что ли какой-то, блядь, дыгней. Пахабист какой-то. Пахабист. Я новое слово придумала. Пахабист. Так, да, чтобы они были в раскопище. Запах. Как прикол. Ты что, Илюзя, нас заигрываешь? Давай, короче, Беседа, не заигрывай. Камера заигрывает. Гималисима. Алдашма. Гималисима. Короче, Наильдин Каляша, присмотритесь, пожалуйста, неге Илюзяге. Почему я это говорю? Потому что... Булханы, это не помеха, между прочим. Алар, короче, бір-бірінің алдында әлігіне бейіп тұралар ені. Они друг другом заигрывают. А я, помните вам в тот раз историю, дорогие подписчики, помните, я вам историю рассказывала, как этот, один башкур тигете бросил Каляшенте и ушел к женщине, которые вместе работали. Помните, я вам сказала, смотрите, присматривайтесь к женщинам, которые с вашими мужьями работают вместе, глаз да глаз. Ну же, я только что видела, как Наиль заигрывал Илюзябен. Нет, я хотел попасть в вашу историю, что танцевал. Показать А это не с ней, да. А это я ошиблась. А может быть и не ошиблась. Пронесло. Глаз да глаз. У тебя жена башкирка, ты что, татарка мы башкирка, почему татарса башкирца хилеспей и не понимаешь А то вообще? так, жимерилган үй бар ананда. Я говорю, адамда емелган үй бар, че ты, Рома? Как так? Я же еще не Рамиль. Я только начал ототариваться. Ототариваться только начал, что ли? Ты недавно женился, что ли? Это 13 лет назад. 13 лет назад, уже срок большой, давно ототарился бы. Ну и что, не понимаешь даже? Чуть-чуть понимаю. Ты с татарами работаешь, на татарке женат и нифига не понимает. Ты, наверное, мат только понимаешь. Да, английский, главное, выучил. Итак, Долстар, теперь у нас съемки на улице. Еще один рекламный ролик снимаем. С утра начали, уже обед поели. Надеюсь, эти не останутся на ужин. Очень надеюсь, потому что запасы истощены. Я шубу надела, потому что капец холодно. Почему мои шубы не брали? Ну, видите, какие шикардосные шубки, бля. Вон, Азамат говорит, москвичи, говорит, приехали. О, говорит, увидели мою шубу. Классные, говорит, офигительные. Москвичи оценили. Башкиртар, татарлар не оценили. Ну вы сами так захотели. Все просто, я начала бегать. Сейчас для вас лайфхак будет. Ладно, давай. Так, уйдите, а то мы сейчас побежим, и вы в кадр попадете. Сейчас будет. Спасибо большое. Спасибо. Это сразу начали Надо говорить. было валенки одеть с Все галошами. просто. Я начала бегать, а вы все нытики, которые лежите на диване, не можете себя заставить. Так, с щели двери типа снимаете, да. А может, щели двери, правда? Щель. Ну так вот так, дверь чуть я- так сдалека так снимается. Можно это, может, типа не добежала, я если среди кустов сидит. А, давай. Или, гарантирован добежит. или в руках иногда коричневый этот штан держит. Если жена будет раздражать, и так на сейна бутаха, потом туалеттен сыкмай. Ты прикинь, и никаких претензий, хюденмей, нитмей. Просто туалетать утро. Лайфхак для всех. Пользуйтесь, ну, не только для очистки кишечника и кто мучается запорами, как я. Ну и можно вот подмешивать ошондай слабительныйларды ялкыткан биселерге, ялкыткан ирдерге. Кстати, я знаю одну историю, мне мама рассказала. Короче, один мужик постоянно бухал. Ну, бухарь егенде. И, короче, жена научилась одному лайфхаку. Как только он начинал пить, тот канда тегенің сейне, едахына, ошо тегенің слабительный бутаган. Слабительный бутаган да берген. И ты, короче, как только начинает оказывается пить, тегенің эси кете екен. Шунан хадыр теге ялкан, без конца эси кетіп, туалеттен сыға екен. И перестал пить. Так что пользуйтесь. Синол не только кишечник очищает, но и помогает бросить пить. По машинам! Все, пока, блин. Ой, да стар, закончили. Аллах шикар. Так долго снимали. Я вообще капец сильно устала, честно говоря. Романа до конца держали при себе. Сценарий-то он написал. Они написали, ихняя команда. Вот все-таки ты, когда сценарий пишешь, ты видишь этот сценарий по-другому. И ты, когда отдаешь сценарий, да, человеку говоришь, вот вам готовый сценарий, как-нибудь снимите, да. А человек, который вот этот сценарий забрал и начал снимать, он может видеть все по-другому, понимаете? И может отснять тоже все по-другому, а не так, как человек, который писал сценарий. Виктор, спасибо большое. Роман, тебе спасибо большое, что до конца довел съемку. Разбирал каменку. Вот. Каменку, что это такое? Каменка, электрокаменка, сауна. Помнишь, веник у нас просто так лежал? Они взяли этот веником и туда ведром воду наливали, наверное, эту каменку, которую нельзя, блин. Я им сказал, только вот сюда наливать. Кира Нина разобрал камни, там весь нельзя.
в листьях этот, везёнок, как листья, бляха-муха. Вот. Пожар сыграл. Пожар мог быть. Эй, там, блин, кушкины, бляха-муха. Они поэтому и раньше меня сбежали. Ужасно, просто ужасно не торчатся. Я же купил туда Яндекс телевизор. Ну, Я сейчас боюсь уже этот Яндекс телевизор туда вешать, Альберт. А ты черт с ним, ты не дослушала? Яндекс телевизор вас он не заказал. Он Ну. приехал. У этого спрашиваю, не надо скрывать. Она говорит, нет, все нормально, телевизор, если что, вернете. Привез туда, кронштейн повесил, телевизор открываю, а телевизор экран весь треснутый, блин. И чё, теперь нам скажут, что это мы? Нет, я сфоткал его сразу же, под пленку же я не снимал даже. Ага. Сфоткал, сразу же вас он загрузил, а он через минуту сразу же привезите обратно, покажите, я все привез, этот все с телевизора забрали. А почему этот приемщик говорит, не открывайте, все в порядке? Ну, вот, не знаю, но все забрал, обратно забрали. Ой, блин. Прикинь, телевизор открывал, он весь треснутый, меня вот так вот. Давай все отмоем, да и давай не будем сдавать. Но лучше самим, блин, его. Таныштарға, туғандарға ғана. Да, Это же ужасно, Альберт. ужасно просто. Это құфыт бүтіндер. И как вот пожаробезопасность же должна быть. Почему они не соблюдают правила? Жалко этот дом сдавать. Альберт вон даже пожалел, на продажу выставил. Пускай, говорит, у других ломает и что хотят делать, но я, говорит, в хорошем состоянии, с хорошей мебелью, говорит, хочу продать. Так что, достар, кому интересен этот бизнес, можете обращаться к Альберту, не ко мне. А, сейчас Все его начнется цена. сколько стоит, сколько Цена, стоит? цена, Да. я Не, буду знать. лучше не обращайтесь, не надо. В Авито, кому надо, звоните. Да, вообще через Авито. Да, через Авито. Мы все свои дома, между прочим, всегда через Авито продавали. И никогда через мой блог ничего мы не продавали, честно говоря. Ну, блин, действительно, очень жалко. Я сегодня готовлю отбивную курицу в духовке. Вот. Первый слой, короче, курица, отбила я ее. И потом второй слой, вот сейчас помидорчики наложила. И потом все вот это майонезом с чесноком. Все вот это намажу. Аппетит, аппетит, чтобы разыгрался. Сейчас быстренько наделаем. Сколько готовиться будет? Минут 30. Потерпите, мам. Все голодные, но ведь папа только приехал. Чего вы там, Альберта, довели? Испереживался так, что аж морковку начал грызть. Смотрите, сколько помидорчиков мы наложили. На этот раз, Азалия, прости, но этот майонезом, ладно? Сметанкой здесь не получится. Ну ладно. Не так уж. Я много не буду, может, вот чуть-чуть. Потом еще сверху положим сыр, но сыр мы пока не будем класть. Мы сначала вот так напекем, а потом уже сыр положим. Бисмилlah. Ох, блин. Аля, тугульду. Сейчас, короче, сыр положим. Тугульда, нигде еще этими. Бляха-муха. Она жир. Ладно, черт с ним, сейчас протру. Сейчас сверху наложим сыра. Кутарганцы. Что, кутарганцы положим или мало? Кутарганцы. Кутарганцы, ты любишь сыр? Да. Значит, много надо. Қара, севен менің алманы аша өрейнен башы. Башы, бос севендер, бүтәме юқ мы уже қыш. Кто успел, тот и съел. Скоро қыш ет ау севендер алманы. Надо это, отбивную сделать с этим. Из говядины, Альберт. Ты вторником. Ну, так крепко хватит. Из говядины, знаешь, как вкусно? Я готовила раньше. Но не себе. Кому? 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 В детском садике. А нет, в школьной столовой мы готовили. Сколько у тебя лет? У меня? Угу. 115. Ну и раньше 115 делала. Раньше 125 было. Сейчас взвесим его. Что ты покушал? Сейчас я покушал. И чё, ты же не набрал 10 килограмм, Альберт? Сейчас Азалия взвесим папу. Что-то сегодня у Альберта настроения нету. Нету лагу. Ай, он какой-то загруженный. Он, короче, телевизор не нашел во фрейм домик. И с тех пор у него нет настроения. Мы едем опять-таки в наш домик Афрейм. Сегодня его будут снимать. И знаете, что я придумала? Короче, я придумала очень интересную штучку. Я хочу на
нашим клиентам, которые будут снимать наш домик Афреем, делать маленькие сюрпризы. И вот сегодня как раз-таки у человека, который снимает Афрейм, оказывается день рождения. Представляете? А у меня вообще белямого. Нет, А что вы тогда киты пора меня баши? не знаю, кто уже Савита. А? Ну, Савита же, не подписчик. Блин, а что ты меня не сказал? Ведь я вчера говорил, а Савита... Ты мне не сказал, что это Савита. Я думала, меня подписчик снял. Нет, И не мен подписчик. шуға кетіп бара менен башы бүтін іштерімді таштап сюрприз іштеймін деп. Мне вчера еще сказал, Савита, ты забронировали меня. Вот я тормоз. Зачем именно Xiaomi, не понимаю? Ну а какой еще? Он на андроиде. Он забыл. Ну как в нашей системе можно любое приложение закачать сюда. Да? Да. И что, Xiaomi лучше? Ну, Хайр лучше или Xiaomi лучше? Они одинаково примерно. А Хайр у нас 55, и где? Засомневался опять. Почему Xiaomi тянем? На. Лучше уж Xiaomi. Это андроид же, да? Все одно и то же. Нет, обед, давай за 31 купим. А? Да, за 300 купим. А то, Зачем это блин. дом, который сдается? Конечно, короче, мы же мы же сдаем этот домик. Кто его знает, блин. Вдруг они ее разобьют. А вдруг разобьют телевизор? Ну, Савита, значит, купить новый. А Инна, это в договор включать будешь? Ну, будем не включить. А там телевизор раньше ты вообще не видел. Такое ощущение, что там внутри картон пустой. Да. Блин, он весит 10 килограмм даже не весит. А почему у нас Хайр тяжелый будет? Аля. Его поднять невозможно. Это хорошо или плохо? А? Это хорошо или плохо? Не знаю. Ну, конечно, хорошо, вешать легко. Да? Так, не знаю, я привык к тяжелым вещам. Да? Ну ты же строитель, привык таскать все тяжести. Но, Все, телевизор есть? Успокоился теперь? но. Это, блин, без настроения. Барганцы меня мать. Тип келдеңінде телевизор алмаған арқасында. Вот Шмидтова, достар, есть караоке клуб даже, прикиньте, вот в этом кафе местные так тусуются, офигеть, они дискотеки проводят, праздники всякие проводят, вообще весело живут. Мне нравится, как здесь в Миллениум парке живут люди. Здравствуйте. А этот, 2 пиццы большие нам надо. А какие есть? Разные. А доставка есть у вас? Доставки сегодня нету. У меня сегодня нету этого, я так обычно Если сама. доставки нет, я уже. Сегодня только нет или вообще Но нет? сегодня у меня нет, потому что я сегодня, у меня некому работать из официантов, поэтому я обычно сама. Ага. Сейчас я вам отправлю, запишу. Не, я все равно сейчас сразу закажу. А, ладно? А меню пускай у меня будет. Да, хорошо. Сейчас я запишу, сразу. Чтобы мне вот так вот еду заказывать. Мгм. Пока вот 2 пиццы сразу можете этот. Какие? Так, вот здесь вот была мясная. Не знаю. Угу. И с ветчиной с грибами. И а вдруг у них что-то они халяльные, если вдруг этот. Тогда одну вегетарианскую. Вместо ветчина с грибами. Здесь, кстати, очень вкусно пиццу делают. А что этот? Проводите, нет? Дискотеки. Вон, смотрите, даже какой зал. Видали? О. Вот тут вот, кстати, дискотеки проводят. Едят, пьют, танцуют, караоке поют. Вообще беспредельничают. Тут вообще жители Миллениум парка, знаете, какие беспредельщики. Тусят конкретно. Что, я надеюсь на вас, точно? Да. А то мы сейчас там домик подготовим и уедем. Запишите, ладно, на мое имя. Прикиньте, тут в кафе Миллениум даже в долг мне колу дали. А он говорит, представляете, записали на мое имя. Прикиньте. Потому что там у них касса что-то зависла. Вот знаете, чем хороша деревня? Все друг про друга знают, в долг дают. Все дома под присмотром, никто друг у друга не ворует, потому что все же друг друга знают. Вот здесь будет устанавливать телевизор. Альберт вот этот какой-то Xiaomi. Что за Xiaomi, я не знаю. Xiaomi, что за фирма? Кимдеку? Китай? Ну ладно, китайцы хорошо сейчас все делают. Нормальный телевизор идет, да? Нормальный? Да. Откуда ты знаешь? Заводской хороший. Да? Ну, заводской хороший телевизор будете смотреть.
Если приедете сюда отдыхать, имейте в виду. Хочу еще сказать, если вы приедете сюда отдыхать, достар, вас всегда будут на столе встречать вот такие вот вкусняшечки. Вот я приготовила. И еще будет встречать кофемашина. Вот, очень вкусный кофе, кстати, делает. Кто не в курсе, как делать кофе, вот здесь есть книжки. Вот, книга бариста. Как пользоваться, тоже книжку оставили. Имейте в виду, никуда не девайте эту книжку. По этой книжке читайте и делайте кофе. Бокалы все чистые, ни одного пятнышка нету, все чисто. Я даже сейчас сама тут все убралась. И еще что хочу сказать, вас будут встречать продукты, но продукты с собой домой не утаскивайте, пожалуйста, ладно? Вот баранки я вот недавно купила, печеньки это на гостиницу принесли, они свежие, кстати, остались, да. Кофе, вот здесь вот в шкафу кофе есть, подсолнечное масло есть, также вот эта хлебница, да, и вот здесь вот разные чаи есть, одноразовые, с разными вкусами, да. На нижней полке даже семечки есть, вот, это Альберта, конечно, но можете их жрать. Есть, то есть, потом рис вот есть, спагетти есть, вон там вот мед стоит, и еще один мед, можете чай пить медом. И также здесь есть вот одноразовые каши вкусненькие, соль есть, и вон там еще чай есть, короче говоря, полный комплект. Қара қолыңды неден қалдырдың қалай-то? Как мне вешать ее? Ёпарасоты! Офигеть! Чистенький, уютненький домик. Сегодня придут клиенты, поэтому мы с Альбертом подготавливаем. Альберт зациклился на телевизоре. Телевизор надо и все. Блин, пожалуйста, вот везде я белые коврики постелила. Пожалуйста, прошу вас, очень сильно прошу. Не ходите в обуви. И не надо сюда лить варенье или кетчуп какой-нибудь. Они белые, очень хорошие коврики. Вот так? Нормально? Альберт, это кто-то экран повреждать мерно. А? Yok ne ekran tutma. Nasıl getir bu derdi? Ну, химит экраны тут хана прямо мощный колма. Ver уже. Все, я отпускаю. Для сауны просто новые коврики совершенно. Постелю в сауну. Где здесь свека, черт его знает. Они хэбэшные, 100% хлопок. Вообще офигительные, я их обожаю. Всегда в Леруа Мерлен беру такие. У меня и в бане такие. Чтобы ваши попочки на этом коврике потели. Чтобы я потом взяла в стиральной машине их отстирала. И будут у меня доски всегда здесь чистые. Надеюсь, если их не заберут с собой. Кто дома сдает, они рассказывают всякие трэш-истории. Посуду даже забирают. Вот так рассказывают мне люди, которые сдают дома. Представляете? Вот, короче, я постелила один коврик сюда, видите? И сейчас второй я для ног тоже хочу постелить вот этот вот. Для ног, конечно, будет некрасиво смотреться, я думаю. Ну вот, смотрите, какая красота. Считаю, здесь будут голые попочки, а здесь ножки и никакой грязи. Все чистенько, аккуратненько будет. Алла берха, надеюсь, сильно. Все, телевизор работает. Можешь танцевать. Европу придумал, поставим. А, прикольно. А караоке? Ну, караоке, пожалуйста, в автобусе, пускай поют. А под караоке қоймай Можно, но приставка говорят караоке. Или мы на телевизоре варим караоке. Bilmeyin. Пока купил, я даже не разобрался с телевизором. Мы еще не разобрались, но Лухтар, имейте в виду, у нас будет еще и караоке. Алла верха, подождите еще чуть-чуть. Вы же сказали, через час только приедете. Прикиньте, доктор, наши гости приехали, которые сняли афрейм. Вас можно было снимать, нет? Я уже сняла. Вот, камераны көріп қалғандар, уже ердай башталар, көрдіңіз бе, достар? Я тут уже расположилась, уже ұйықтап кетіп барайын. Қазір мы уедем. Готовы же, да, Гуля, все? Все готово, Ага. да? Все, мы уходим. Не уходите, кстати, можем вместе отдохнуть. Запросто. Смотря что будете наливать. Вот здесь, в этом шкафу, вот все здесь. Башкирская домохозяйка, офигеть. Да. Увидеть вот тут, вот, конечно. Она хватит тонко. Поздравляем. Мы знаем, что это туганка. Короче, я вам заказала 2 пиццы Нифига себе. бонусом на день рождения. Так что справляйте свой день рождения только в этом афрейме. Я сейчас прямо жалею, что мы не построили побольше размером афрейм.
Потому что там мало людей умещается. Вот человек захочет день рождения справить. Сколько он туда пригласит людей-то? Максимум 8 человек. И все. Больше нету места. А 8 человек тусить это вообще стрёмно же. Нормально. Почему? Когда мне рассказали, когда много народу, там драка происходит. Кто тебе рассказал? Они знакомые. Еще, говорит, они начинают кучковаться, говорят, одна группа, вторая группа, говорит, и потом группа до группы. Еня. Да? Ну, еще бардак очень, говорит, после, когда много народу, очень много бардака. Ну, конечно, тут домой ты пригласишь человек 20, уже Вот, такой вот бардак. Поэтому, говорит, самое сейчас, это оптимально, это 6. Вообще, самый, говорит, максимально все берут уже 6 только, мы, ладно, 8, да. Ну, мы вот большой же домик строим, его строим с расчетом, чтобы там можно было юбилей проводить. Может, даже маленькие мини-свадьбы. А может, и продадим его. Пока не знаем, но пока строим. Да. Да. А может, сами туда переедем, да, Альберт? Нет, я не перееду. Почему? Ну, мне свое нравится, зачем мне? Я столько здесь уже... Ну да, мне тоже дороги нравятся. Зачем мне? А в тот раз Наиль в нашей дороге нам позвал ехать тиши. Обзор покупок сейчас будет, Духтар. Магнит Косметикс, вообще обожаю этот магазин, Духтар. Там можно купить очень хорошие полотенца. Сейчас я вам покажу, что я там накупила. Очень хорошие полотенца по скидке. Вот такие банные полотенца. Смотрите, какой красивый цвет. Вот, посмотрите. Стоит 400 рублей. Для бит, для лица. Вот так, для рук. Вот такие тоже. Эти по 200 с чем-то. Качество вообще хорошее. Такие же тут там есть маленькие полотенчики. Смотрите, тоже по краям с бахромой. Вот такие очень красивенькие полотенца. Они для кухни я взяла. Оранжеватый, это зеленоватый цвет. И вот такой вот цвет. Этот цвет я не знаю, как называется. Мне так понравилось. Я прям целую кучу полотенцев набрала. Эти полотенца идут с 50% скидкой, Духтар. Поэтому, если видите, то, пожалуйста, идите, берите Магнит Косметиксе. Реклама. Но там надо иметь карточку свою. Скидочную. Ну, карту Магнит надо. Я тут из баранины замутила жаркое. У меня, короче, здесь баранина. Домашняя, деревенская баранина. Не та, которая прямо фермеры растят в одном загоне, держат для продажи. А это прямо гуляла себе спокойно. Которые на свободном выгуле, у них мясо совсем другое, между прочим. Капуста, морковка, лук. И сейчас, короче, добавлю картошку. Будет у нас вкусное овощное рагу из баранины. И заодно я сразу поставила варить вот бульончик. Бульончик из этого, из баранины и из говядины. И сразу, кстати, я вот такой вот кругляком лук кладу. Вот, видали? Вот такой лук. Чтобы бульончик был вкусненький. Больше всего мне лень ходить вечером. Утром я вот какой-то заряд энергии получаю. А вот вечером у меня поздно получается ходить на беговой дорожке, да. И мне лень. Вы бы знали, я просто борюсь со своей ленью. Ой. Сейчас я вам кое-что покажу, Духтар. Вы офигеете. Карагдали. Мой телевизор из спальни утащил. Манау кэше. И лежит, смотрит. Ты опять сегодня здесь будешь спать? Да. А? Да. Почему? Здесь спишь? Сейчас подумают, что я тебя выгнала из дома. Карами пиво смеем тиненги, Альберт. Ну, не хватит в трамплин. А у меня пакет был. Я от мамы не ертенсек телевизорным дахну. Кися юрным югине был пакет. Кися там миллион да? Ара, ничего себе. Ну, в смысле ничего себе? Ну, кися там миллион только да. Убирать надо за собой вообще-то, Альберт. Еще я здесь должна приходить убираться. Она ведь и бутылка был, кися с тем была. Я как мама. У меня мама, знаете, что делала? Чё? Не ты что? А? Кайма каптаны ята.
Немецкий. Ничего не говорил. А? Ничего не говорил. А ну говори. Ничего не говорил. Ага, давай, что говорил? Ничего не говорил. Говори, скажи. Фантазерка дым. Зеркало. Во, смотрите. Видали? Зеркало. В Леруа купили и установили. Знаете для чего зеркало установили? Для того, чтобы наблюдать за собой, как я хожу. Ну нет, просто в тот раз, короче, Аделина сказала, что как там его, когда смотришь в зеркало и ходишь, занимаешься спортом, типа, так легче заниматься. Почему, я не знаю. Ну и поэтому я установила зеркало, и прикиньте, действительно, оказывается, когда смотришь на себя, почему-то легче заниматься спортом, и время быстрее проходит. Вот, друзья, какая она теперь стала. Занимается спортом, мешает мне спать, смотреть телевизор. Раньше вместе сидели в бане, кушали, пили квас. Теперь ни кваса, ни еды, ничего нету. Капец, все потерялось. Даже не знаю, что делать. Теперь у меня вот эта еда. Видите, как она занимается. Шагает, шагает. И так целый час может шагать. Да, капец, блин. А я лежу, телек смотрю вот так. Из-за чего я здесь телек смотрю, потому что у меня есть приставка, которая показывает все. То есть эти YouTube показывает, и все показывает. Если дома я его включаю, то в доме вообще интернета нет. То есть пропадает все, ничего не заходит, потому что я не в ту страну его настроил. Вот. И поэтому сейчас здесь перенастрою его хорошо, он до этого нормально был. Я его сейчас в другую страну настроил. Все абсолютно показывает, но интернет другие телефоны не ловят. Вот теперь надо настроить эту, как называется, приставку специальную. Она ходит. И вот так, и вечером. Сегодня я здесь спал, она в 5 утра ходил. Блин, я сплю вот 5 утра, зачем ходить? Спокойной ночи. Спокойной ночи, говорю. Вот так и живем. Каждый в своем домике. Прикольно, да? В тот раз одна знакомая говорит, мы, говорит, спим с мужем в разных постелях, говорят, в разных комнатах. И прямо стесняется вот этого, то, что они отдельно спят. А я говорю, а что такого-то? Я говорю, мы с Альбертом как это 15-16 лет вместе начали жить. С тех пор и 16 лет отдельно спим, говорю. Он в зале спит, я в спальне, говорю. Мы никогда вместе не спим. А сейчас, говорю, вообще вон в отдельных домиках живем. А чего тут такого вообще я не могу понять? Это нормальное явление. Спать в разных комнатах, в отдельных постелях. А то некоторые типа, так нельзя, муж с женой должны спать вместе. Это неправильно. Это наоборот правильно. Зато спишь от души, лежишь как звезда на своей постели. Можешь ногу так закинуть, руку сяк закинуть, храпишь, вообще пернешь, и все нормально, блин. Вообще, я считаю, это наоборот хорошо. А тут лежишь вдвоем, блин. То, блин, одеяло отнимет, то, блин, пернет, то храпит в ухо, то ногу, руку закинет. Мне, например, некомфортно так. Я люблю одна спать вообще. Альберт тоже вон любит один спать. Что тут такого-то? Встречаемся только иногда, в гости друг к другу ходим. Вот как сейчас.